Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости канала, огромное вам спасибо за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за вашу подписку, за ваши донаты. Земной вам поклон. Мои дорогие, давайте сегодня посмотрим такую интересную тему. Изменяет ли он вам? И будет ли он это делать в будущем? И чтобы быть честными и справедливыми, зададим такой же вопрос и про вас, но только лишь на будущее. Да? Будете ли вы ему изменять в будущем? Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь, загадайте на себя и на любимого мужчину, либо на того, кто вам интересен. Назовите ваши имена, ну и, соответственно, задайте интересующие вас вопросы. Настраивайтесь. Думаю, вы уже готовы. Убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне только самую важную, самую нужную, самую честную и самую полезную информацию. Давайте посмотрим на мужчину сначала. Да? Что за мужчина? Изменяет ли он вам? Будет ли он вам изменять в будущем? Так. Слушайте, ну мужчина такой, знаете... Хочется сказать слабенький, но не скажу. Это не слабость. Это может быть либо воспитание хорошее, либо какие-то зароки, либо какие-то внутренние правила. Да? Человек порядочный, сразу говорю, порядочный. Он любит женщин. Вот, ну что скрывать, любит. То есть до момента ваших встреч, там, знакомств, общений мечтал о многих. Либо, знаете, у кого-то отыграется, что мужчина был влюбчивый, влюблялся и быстро остывал. А у кого-то отыграется, что мужчина, можно сказать, всех женщин попробовал. Да? То есть, вел достаточно активную половую жизнь. Но встреча с вами все поменяла. Потому что, смотрите как, да, именно вас он рассмотрел, ту самую, которую так долго искал. Здесь любовь, видите, у него выше и больше сердечко, да, половинка его сердечка, чем у вас. И здесь этот мужчина, он идет именно как, знаете, вот как образумился, как вот взгляд упал на вас, вот вы его женщина, все. Тут и верность, и честность, как там говорят, лебединая, да, верность. Вот у него какие-то такие порывы души, что вот если я женщину люблю, если я с ней в отношениях, то я ей полностью буду верен. Что касается сегодняшнего дня, только вы в его сердце, вы в его душе. То есть, смотрите, он к вашим ногам несет кольцо и сердце. То есть, если вы его жена, будьте спокойны, что вот в кольце, его сердце в кольце, которое у вас. Да? Если вы его девушка, то вот он это сердце свое положил кольцо, и это кольцо он будет вам нести, чтобы сделать вам предложение. Так, это первый момент. Второй момент. Будет ли он вам изменять в будущем? Здесь соблазны у него идут. Здесь идут у него какие-то моменты, знаете, как... Не то, чтобы он там вам изменял, да? Разве что, знаете, девушка там сама... извините, голая на него там напрыгнет и изнасилует. Вот как-то так идет. Вы уж извините за такие слова, но похоже на это. Потому что я не вижу тут каких-то вот прям, чтобы он там ходил, добирал где-то у кого-то. Даже если вы ему будете блокировать интимную жизнь, но будете оставаться, например, его женщиной, его женой, он будет там терпеть, может быть, сам себя удовлетворять, но вот так вот прям на грязь, на эту измену, на предательство он не пойдет. У кого-то может отыграться так, что мужчина где-то вот, если вы с ним сойдетесь, там будете жить долго, не то жить, да, вторая половина жизни у него какая-то идет рисковая. Рисковая в плане того, что он может подвергнуться какому-то женскому, не знаю, каким-то женским чарам, да, потому что здесь у нас все-таки выходит, такой вот, знаете, прям кинжал, да, который в сердце вставляется. Это женские чары могут быть, да, вот прям, соблазнит его какая-нибудь женщина каким-нибудь, не знаю, там напоит его там каким-нибудь либо дурманом, либо алкоголем. И то, знаете, больше как не техническая измена идет, а как формальная, да, вот какой-то такой момент. Здесь, конечно, мужчину, вот чем старше он становится, нужно более, скажем так, держать ближе к себе и контролировать, да. Контролировать не его, да, что он там раз и загулял, а людей, которые в его круге, чтобы, вот, как я вам говорила, да, какая-нибудь там без трусов на него не прыгнула.
Еще важный момент, на который нужно обратить внимание. У него за спиной кто-то стоит. Стоит у него, может быть, какая-то влюбленная в него женщина, которая его там долго ходила, там добивалась, слюни на него пускала. Вот она вот просто уже обезумела от того, что вот он от нее полностью отказался. И то, что, ну, понимает, что она его потеряла. Да, вы ему встретились, и все, она его потеряла. Вот сколько лет не прошло, она все равно будет зуб точить. Знаете, что вот от нее очень большой негатив исходит. И если вдруг когда-нибудь, либо в ближайшее время, либо в позднее время, да, эта женщина там каким-то образом попытается к вам прийти, что-то там вам там наговорить, вообще просто гоните, не слушайте, пусть идет лесом. То есть, знаете, у нее что, обида очень сильная. Обида, словно болезнь, поразила ее душу, сердце и мозг. Вот этот момент я вижу. Она еще каких-то неприятностей ему в жизнь принесет, но, скорее всего, вы об этом не узнаете, он не расскажет, да, чтобы вы не переживали, чтобы вы не расстраивались. В общем, такая женщина, да. Ну, такое бывает, да, особенно у людей со слабой психикой, либо нестабильной психикой. Ну что скажешь, да. Жаль ее, конечно, жаль и мужчину вашего, но вот так случилось, сложилось. Может, у нее какие-то свои уроки. Вообще вы для него звездная. Вы знаете, вот тут прям звезды вышли. Вы его звезды, вы его луна, вы его солнце, вы его женщина. И тот интим, который он получает с вами, неважно, какого он там качества, длины, либо наполненности, это вообще не важно. Важно то, что он чувствует родство душ. Для этого человека, для этого мужчину, вот прям в разрез, да, тому, что мы знаем из физиологии, для него все-таки душевный контакт, он намного, скажем так, даже не знаю, какие тут слова подбирать, заходит, да, подходит, чем физически. Как бы физиологию никто не отменял, она важна, но физиология пустая этому мужчине не нужна, не нравится. Ну вот нету того удовольствия, той полноты, которая вот идет вместе с чувством, с эмоцией. Только вы, только вы. Даже если у вас там не знаю, раз там месяц в темноте, как-то тогда все равно знаете, что ему других и не надо. Вот этот один раз в темноте он его полностью удовлетворяет, он чувствует себя хорошо. Так, мои дорогие, давайте теперь посмотрим на вас. Так, мужчинка неплохой, верный, хороший. Хороший, такой, знаете, в интиме, наверное, не особо требовательный, да. То есть вы там к нему дотронулись, он уже все, свою дозу счастья, удовольствия получил. Так, девушка, какая у нас девушка? Будет ли изменять? Что тут с девушкой? А вот с девушкой, вы уж простите меня, но вы себя не знаете. Вы такая яркая. Особенно вот будет у вас такой период в жизни, когда захочется страстей, когда вы устанете от пресных отношений, когда вы устанете от рутины. Вот берегитесь этого момента. Если в этот момент вы будете свободная девушка, но тут такое гулянье будет, тут во все тяжкие, тут, понимаете, тут, знаете, как мне ведет? Вот девушка в этом возрасте, это возраст где-то, я не знаю, там 35-45 лет, да, то есть если вы свободная, то тут мужчин будете менять как перчатки, да, может быть даже вот прям, скажем так, одного с кровати пинком выгнала, да, и следующий вошел в комнату. То есть вы будете получать удовольствие от мужчин. Вот как-то так я вижу. Ну, это как у мужчин называется кризис среднего возраста. Не знаю, как это у женщин называется, может так же. То есть я вижу, кого-то вот прям понесет во все тяжкие, нагуляйтесь, прям будете чувствовать себя то, что надо. Если вы будете замужней дамой, то все то же самое, только в мечтах, да? Либо будет желание этим всем заняться. Это вот я вижу. Я говорю то, что вижу, вы уж простите. Я не хочу ничего плохого вас сказать. Но все мы люди, у всех у нас есть свои мечты, желания, все это есть. Что я хочу посоветовать? Если в этот момент вы будете с тем, кого загадали в паре, в браке, в отношениях, то вы
вы, вот есть такие вещи, там игрушки всякие, да, для интимной жизни, есть там ролевые игры, да, есть ну, разные способы, да, разнообразить свою интимную жизнь. Вы уж тогда со своим мужчинкой договоритесь, да, и вместе делайте что-то интересное, то, что раньше никогда не пробовали. Вам нужно будет, как говорится, оторваться, да, прям получить то, что вот прям вы себе, может быть, сейчас не позволяете, либо, знаете, может, вы сейчас очень такая чистая, да, и вы относитесь, ну, к всяким там извращением, извините, но так скажу, да, с пренебрежением, говорите, что ну нет, это же грязно, нет, нет, нет. Просто у вас, я вижу такой период жизни, когда вот прям захочется прям все попробовать, вот прям такое огромное желание. Может, какой-то гормональный всплеск будет, мало ли кто, как оно бывает. В любом случае, я вижу, что вы свои интересы либо так будете удовлетворять. Никто не имеет права вас за это осуждать. Это нормально, девочки, нормально. Потому что вы и так видите, как эмоции свои сдерживаете. Может быть, у вас какое-то пуританское воспитание было, да? Может быть, вы глубоко религиозный человек. Но тут, как говорят, накроет. Вот это я вижу. Вы простите за это предсказание. Я никого не хочу, еще раз повторяюсь, обидеть. Но я вижу то, что вижу. То, что будет яркая интимная жизнь вот в таком возрасте, это я вижу. Если вы девушка постарше, вот сейчас меня смотрите, то знайте, появится, да, либо вот с этим человеком, либо еще какой-то помоложе человек появится, с кем вы сможете, вопреки даже своему желанию, то есть сейчас вы смотрите и говорите, да нет, у меня уже климакс, я уже ничего не хочу. Вот поверьте, будет такой период, когда вы нагоните, да, нагоните то, что сейчас, от чего, вернее, сейчас вы отказываетесь. Мои дорогие, вы уж простите, извините, достаточно странная отсыпочка такая, вся горячая, я аж вся покраснела, сама стесняюсь. Простите, если что не так сказала. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.